На самом деле не будет какой-то долгой прелюдии, фильм все скажет за себя. Мы отправились в путешествие, и на самом деле в это путешествие, по сути, сегодня возьмем и вас. Мы сняли фильм про Кыргызстан, потому что нас удивило, насколько это недооцененная страна, причем как местными, так и приезжими. Мы проехали через всю страну целиком и позволили себе придумать, как сделать ее еще немного лучше. В черте города, столицы Кыргызстана, есть пункт безраздельного сбора мусора, который постоянно горит, дымит и находится в 500 метрах от водохранилища. Здесь же в бараках кипит жизнь, люди готовят еду и здесь же работают. И здесь даже играют дети. И вот первый концепт арт-объекта в этом фильме. Фигура ребенка, которого постепенно и неизбежно засыпет мусором. Надпись на футболке «Hope». Вообще, я когда сюда приехал, сразу увидел, что вот там над водопадом можно сделать такое типа там, не знаю, 15-метровое светящееся кольцо, чтобы оно светилось круглосуточно, особенно ночью. Прикольно будет туда приехать, и это такое место, ты такой стоишь, и вот так вот оно над тобой огромное светает, и водопад посередине. Вот такая. Вокруг так красиво, что один из нас снова не смог удержаться. Это был Ваня. Куб – это конструкция с одной зеркальной гранью в природном горном ландшафте. Концепция и манифест этого объекта занимают 2 страницы текста. Если вкратце, это про то, что мы окружили себя зеркалами, зеркальными поверхностями в городах, потому что слишком заботимся о том, как мы выглядим и что о нас подумают люди. Но если поставить зеркальный куб в природе, где нет других людей, можно наконец по-настоящему увидеть самого себя. Я решил, что это будет такой абстрактный надувной шарик из фольгированного материала. Он вбирает в себя весь окружающий пейзаж, панораму и концентрирует его прямо над этим оазисом небольшим. Ты садишься в эту конструкцию, и сами рамки этого павильона, они фокусируют твой взгляд на самом красивом. Они отсекают все лишнее снизу и сверху. Лишнее небо дополнительно отрезается, лишняя поверхность этого тоже скрыта, и ты видишь вот по золотому сечению всю красоту. Я Ожский, родился в Аше, но почти сразу уехал, потому что это был 90-й год, и там было неспокойно. Вырос, формировался в России и, по сути, впервые Кыргызстан увидел в 28. У меня был прям пунктик, мне важно было побыть на родине, посмотреть, в каких местах я родился и в каких местах мои родители провели юность и молодость. Здесь настолько концентрированная, замечательная природа, что здесь настолько интересная культура, носителями которой прежде всего являются люди. Но почему об этом никто не знает? Почему, когда я друзьям говорил, что я релоцировался, переехал в Кыргызстан, они такие: что, почему, где это? И я понял, что мне очень хочется рассказать про страну, в которой я родился и в которой я сейчас нахожусь, и при этом отдать ей какую-то дань за то, что она меня приютила. Даже если эти арт-объекты не построят физически, для нас самое ценное будет, если эти арт-объекты построятся в голове зрителя. Если зритель допустит мысль, что в его любимом месте или в месте, которое его чем-то смущает, что оно может измениться, стать другим, что туда может прийти искусство, туда может прийти достопримечательность, и эту достопримечательность, может быть, придумает он сам. Или музыку придумает он сам, или кто-то из его знакомых. И вот с этой верой, с этой творческой жилкой, творческой мышцой внутри, возможно, и начинаются изменения. Возможно, изменения начинаются снизу вверх, и, возможно, не стоит ждать, когда какой-то заказчик, меценат, правительство или государство придет и построит свою Эйфелеву башню в Кыргызстане. Возможно, это работает иначе.